Приветствую вас, друзья! В сегодняшнем очередном выпуске «Лав о главном» поговорим о прошедшем недавно съезде депутатов всех уровней, на котором приняли резолюцию, охватившую все, от международных авиарейсов до учебников по истории. Даже к властям Соединенных Штатов Америки решили обратиться за помощью в проведении ревизии закона об особом статусе автономии. Ко мне опять же обратились люди с большим и, важным вопросом. Люди сейчас волнуются у нас, потому что, вы знаете все, буквально совсем недавно в нашу образовательную систему учебник поступил истории румын. Вы знаете, что многие специалисты, многие лидеры в самой Молдове называют это маразмом и шизофренией. Обратиться к руководству Америки, оказать помощь для проведения ревизии закона о правовом статусе Гагаузии. На данном съезде Башкан Гагаузи в очередной раз напомнила всем, что верность Шору для нее не пустой звук. Пока ее покровитель находится в бегах, она, согласно сценарию, благодарит его и клянется оставаться с командой до конца. Я хочу отдельно выразить слова благодарности человеку, который в такое сложное время находит возможности и всегда оказывает руку помощи. Это Илона Шор. И хочу сказать некоторым депутатам Народного собрания, которые, выступая в провластных СМИ, которые финансируются Западом, постоянно высказываются о том, что ГУЦУЛ должна отказаться от Илона Шора. Еще раз, я это повторяла и буду повторять. Я человек команды, я пришла с этой командой, и я буду до конца в этой команде. И спасибо ему огромное, что помогает. Евгения ГУЦУЛ не только верна своему лидеру, но и считает его образцом для подражания. В своей речи она предложила власти Молдовы брать у него уроки госуправления. А заодно намекнула, что пора принудить центральные власти к диалогу, при этом не забыв пригрозить Кишиневу. Вот чему нужно научиться у властей Кишинева, так у Илона Шора. Как надо работать и заботиться о своих гражданах. Дорогие друзья, пришло время показать Кишиневу и правящей партии ПАС и незаконному президенту Республики Молдова Майе Санду, что время их безграничного вмешательства во внутренние дела гагаузской автономии закончилось. Наша задача всеми силами и мерами защитить права Гагаузии и обеспечить ее устойчивое развитие. Для этого необходимо: первое, принудить Кишинев к конструктивному диалогу. Второе, мы обратимся к своим партнерам и друзьям в Российской Федерации, Турции, и поднимем проблему безответственного и агрессивного поведения Кишинева. И на международном уровне расскажем об этом на всех доступных международных площадках. Журналист Петр Гарчу уверен, что данная резолюция лишь пустая декларация, призванная помочь избежать ответственности, в которой лишь осторожное высказывание. По его мнению, на деле такие резолюции не имеют ни юридической силы, ни политической значимости. То есть резолюция, она ничем не отличается от предыдущих годов, она не резкая, мне даже показалось аккуратно. И плюс мы понимаем, что те пункты, которые в резолюции, они, конечно же, не будут выполнены. Наша политическая элита хочет, с одной стороны, напомнить о себе, попытаться перед населением даже оправдаться, что вот... Сама даже новость о том, что генпрокурор обратился в Конституционный суд, да, вот о том, чтобы незаконно, что Народное собрание представляет, да, должна же была быть какая-то реакция, ведь так? То есть, если ты не отвечаешь, если ты не реагируешь, то это считается как бы слабостью, да?
Может быть, наша политическая элита гагаузская посчитала, что проглотить такое нельзя, поэтому давайте мы хоть как-то отреагируем. Съезд депутатов всех уровней – это идеальная такая модель, потому что никто не несет ответственности. Там 300 человек собрались, из них 150 подняли руки, остальные не подняли, посчитали, что все проголосовали, пошли дальше, да? Кого будем винить? Кого будут наказывать? То есть коллегиальный абсолютно орган, который не имеет никакой законодательной силы, поэтому это удобный момент. Председатель Общественной ассоциации «Народный контроль» Гагаузии резко раскритиковал проведение данного съезда. Иван Терзи уверен, что он не урегулирован никаким нормативным актом, а его решения носят лишь декларативный характер, что делает их юридически ничтожными. На мой взгляд, то, что они делают, это они хотят, когда человек, который не справился с той работой, которую он взял на себя, с теми поручениями, которые люди поручили им, они пытаются сейчас прикрыться вот этим вот общественным мнением остальных людей. И ничего более. Это просто лишь скинуть ответственность с больной головы на здоровую. Ничего более. А учитывая то обстоятельство, что вот этот вот съезд уполномоченных лиц, депутатов всех уровней, по сути дела, его деятельность не урегулирована никаким нормативным актом, это только лишь декларации, которые они будут принимать, и они все имеют только декларативную силу, они не имеют никакой юридической силы. Более того, я знаю кучу людей, которые бывшие депутаты, которые, скажем так, пользуются доверием и уважением людей, и некоторые из них говорят о том, что они не пойдут на это заседание, потому что они не хотят, чтобы люди, которые привели к той ситуации, которая у нас сегодня есть, это негативная ситуация. Никогда у нас не было еще с 91 года такой ситуации, чтобы у нас были такая конфронтация с республиканской властью. Нельзя, являясь частью республики, находиться в конфронтации с органами, центральным управлением республики. Это самое никчемное народное собрание за всю историю Гагаузии. И результат. Они просто хотят прикрыться этими депутатами всех уровней для того, чтобы сказать, вот видите, народ нам делегировал, вот мы вот так делаем. Нет. Данный съезд стал площадкой не только для принятия определенных решений, но и для нападок на независимые СМИ. Бывший депутат Народного собрания Гагаузии Борис Новак открыто призвал всех к всеобщему презрению журналистов. Он фактически подстрекал к травле редакций ЛАФ МД и Нокта. Давайте посмотрим, как это было. Я хочу также отметить с большим негативом присутствующий здесь Нокта, который Илья Святович сказал, ЛАФ МД, которая сегодня тоже в Гагаузии базируется, и есть еще, не буду называть, возглавляемые социальные сети, которые работают выходцы из Гагаузии и работают против Гагаузии. Это заказные, оплачиваемые средства массовой информации. Они сегодня, выходцы из Гагаузии, работают против гагаузского народа. Их в народе называют предателями гагаузского народа. Поэтому спасибо. Я хочу, вспомнил, как у нас в армии, когда презирали старшину, там призывал один из ведущих, который идет во главе колонны, и говорит, а теперь сейчас хочу вас призвать, значит, выразить всеобщее презрение тем нашим гагаузским доморощенным средствам массовой информации, которые работают против Гагаузии, коротким гулом зала. Всеобщее презрение.
Журналистка Елена Чалак заявила, что советник Башкана Михаил Влах выкрикнул в ее адрес «Скоро вас не будет», а затем на требование пояснений попытался скрыть смысл своих слов. Елена отмечает, что власти и их сторонники регулярно выступают с угрозами в адрес средств массовой информации, пытаясь запугать и вытеснить независимую журналистику из автономии. Я вышла, чтобы посмотреть, что происходит на так называемом митинге. И советник Башкана Михаил Влах находился в толпе, что-то они там обсуждали, я фотографировала. И он увидел меня, поднял руку и начал кричать: «Елена, скоро вас не будет!» И что-то начали хлопать. Я подхожу, спрашиваю: «Говорите?» Я включила камеру, говорите, что вы мне хотели сказать. Он начал меня поздравлять с каким-то праздником. У них каждый съезд или мероприятие связано с каким-то праздником религиозным, православным, как будто эти у них мероприятия, им их благословили. Строго по календарю. Да, Бог благословил. Нет, такое ощущение, что православие и христианство, видимо, позволяют насилие или агрессию в отношении близких. И я спросила, что вы мне хотите сказать, что вы имели в виду, скоро вас не будет. Он, естественно, не захотел пояснить, потому что, не знаю, наверное, не захотел, чтобы это показали опять в СМИ или где-то в социальных сетях и так далее. Но я все равно это опубликовала, потому что это показывало уровень вообще общения советника Башкана с прессой. Советник Башкана по связям СМИ, надо отметить. И вот этот цирк, что он устроил, и учитывая то, что другие делали заявление о том, что скоро не будет финансирования, и посмотрим, где вы окажетесь, и вообще вас не будет существовать ни СМИ, ни журналистов, и вообще были также призывы о том, что здесь вам не место. И, кстати, я слышала опять из толпы, когда он выкрикивал что-то вроде того, что мы чужие здесь и что вообще уходите. Ну, наверное, это нацелено на то, чтобы как-то сломить дух журналистов. Видимо, они по себе судят, что если журналисты даже гипотетически без какого-то финансирования окажутся, и мы не сможем вдруг какие-то гранты получать и писать проекты. Но есть у журналистов такое чувство, как журналистский патриотизм и честь, поэтому мы все равно будем писать, чтобы не стало, потому что мы не руководствуемся только деньгами. Съезд в Гагаузии превратился в площадку для нападок на прессу, утверждает директор информационного портала Love Media Виталий Гдержи. По его мнению, власти региона фактически объявили журналистов врагами, а публичные призывы к их преследованию напоминают мрачные времена 30-х годов. Съезд вообще был направлен, наверное, для того, чтобы бороться с прессой. То есть оказалось, что журналисты в Гагаузии самые большие враги. Не знаю, как бы для жителей Гагаузии или для конкретно личностей, которые сегодня причастны к власти, если так можно сказать, потому что людьми государственными их нельзя назвать после тех действий, которые они совершают на публичных мероприятиях. Но то, что сделал Борис Новак, на мой взгляд, это вообще не выдерживает никакой критики, потому что, во-первых, это вообще, извините, ниже плинтуса просто то, что он делал. А во-вторых, может быть, жителям Гагаузии стоит задуматься о том, что у нас уже пришли 30-е годы, и мы находимся на начале фашизма, потому что ничем иным, как фашизмом, это назвать нельзя, потому что когда призывают публично, в прямом эфире, в зале, для того, чтобы придать какому-то там презрению журналистов редакции, которые просто выполняют свой профессиональный долг, я думаю, что... Я не знаю, будут ли реакции со стороны правоохранительных органов, но, как показывает практика, что журналисты всегда остаются сами по себе в этих проблемах, потому что правоохранительные органы ни на митингах, ни на публичных мероприятиях никак не реагируют. И в итоге все всегда заканчивается тем, что мы сами и наши некоторые коллеги выступаем с заявлениями публичными, осуждая это, призывая правоохранительные органы давать реакцию. Но я не помню и не знаю ни одного случая, когда кто-то нес ответственность за такие вещи, потому что ведь ситуация же не заключается в том, что
мы реагируем там на слова Бориса Новака. Бог с ним. Вопрос в другом, что может последовать после этого. И мы знаем, что и в зале, и сегодня, извините меня, есть разные люди. И что сегодня журналистам в Камрате, в Гагаузии перестать ходить по улицам, в магазины, потому что есть такие, как Борис Новак, Илья Узун и Михаил Влах, которые призывают к тому, что мы предатели Гагаузии, и нам нужно опасаться за близких своих, за себя, бояться ходить по улицам. То есть, что должно последовать еще для того, чтобы органы правоохранительные, и в том числе органы власти на республиканском уровне, стали реагировать на такие вопиющие моменты? Дорогие наши зрители, читатели, редакция Love МД благодарит вас за поддержку и понимание важности независимой журналистики. Мы продолжим честно и объективно освещать события, несмотря на давление. Надеемся, что сложившаяся ситуация не приведет к негативным последствиям, и свобода слова останется неотъемлемой частью нашего общества в нашем регионе. Наш очередной выпуск Love о главном подошел к концу. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.